Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто не может вас забыть? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои милые, у нас отсыпочка общая. Пожалуйста, про это не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Здесь, кстати, очень богатая отсыпочка вышла. Много людей собралось на эту отсыпочку. Много тех, кто не смог вас забыть. Я сейчас буду людей описывать, а вы уж там сами понимаете, ваша или нет. Во-первых, хочется отметить, что вы очень привлекательная женщина, просто невероятно завораживающая. Видите, и справа к вам сердечки тянутся, и слева. То есть были встречи, когда была обоюдная симпатия, то есть и вам человек нравился, и, соответственно, вы очень нравились, да, даже моменты влюбленности. Но это было в прошлом. Люди вас, понятно, что никогда не забудут, и вы их не забудете. И также есть с левой стороны сердечки. Это говорит о том, что были односторонние влюбленности, да, когда человек вот прям восхищался, влюблялся, очень сильно интересовался. Но это не вызвало у вас обратной реакции, да, не было взаимности. А может быть, вы вообще на этих людей не обращали внимания. Вы всегда в центре, вы всегда как икона. Да, люди к вам тянутся, на вас равняются. Желание с вами общаться, желание с вами знакомиться, желание, да просто подружиться даже. Да, если невозможно любовь построить, просто хотя бы дружить, иметь возможность быть рядом. Кстати, вы желанны как и в плане души. Вы очень интеллигентны, вы очень образованы, с вами интересно общаться. Вы можете поделиться очень ценными и знаниями, и советами, и подсказками. Душа у вас невероятно теплая. И также физическое влечение тоже здесь присутствует. То есть мужикам просто сносит крышу от вас в прямом смысле слова. Это есть, да, очень привлекательная. И у вас вот эта энергетика, она, очень перченая, понимаете, перченая. Мужикам рядом с вами очень неспокойно. Знакомым, незнакомым, мало знакомым, всем с вами неспокойно. Все начинают рядом с вами вот ерзать, да, не по себе, потому что привлекательная, потому что сексуальная, но как по-другому. Кстати, себя вы недооцениваете, часто критикуете, часто пытаетесь в себе найти изъяны, но, мои хорошие, вы зря это делаете, и если бы вы могли, да, если бы предоставилась вам такая возможность, залезть в любую голову любого мужчины, который вас окружают, вы бы очень сильно удивились, потому что мужики вас отмечают просто идеальной. Вот идеальная женщина, идеальная мечта. Вы не женщина, вы мечта любого мужика. Только не каждый мужик вас потянет, да? Не каждый осмелится к вам подойти. Так, давайте пойдем по порядку. Хочу начать с какого-то теплого мероприятия. Дружеские посиделки, может быть, чей-то день рождения, может быть, какой-то корпоратив у вас был. Я вижу, что вы сидели с этим человеком как будто бы за одним столом. Мужчина очень скромный, спокойный, такой, знаете, неразговорчивый, либо малоконтактный. Все сидел, молчал, но глаз с вас не сводил. Хоть и искоса, да, но смотрел только лишь на вас. Вот весь вечер, сколько вы сидели, может, ночь сидели, вот он все время смотрел на вас. Знаете, а взгляд такой умоляющий был, да, вот повернись на меня, посмотри на меня, дай мне шанс.
Да, в конце концов, обратись ко мне, заметь меня, пожалуйста. Вот как, знаете, щенок. Щенок смотрит на своего хозяина, на свою хозяйку. Вот такой взгляд был щенячий. Этот мужчина так вами впечатлился, но, к сожалению, так и не набрался смелости к вам подойти. А может быть, вы были и не одна, да? Может быть, рядом с вами был ваш парень, либо ваш муж. И это разбило его сердечко. Девчонки, вы разбили его сердечко. Да, все думает о вас, все вспоминает. И, кстати, сейчас живет надеждой. Надеждой еще раз увидеть, еще раз подойти к вам, да, хотя бы просто рядышком с вами постоять. Очень вы ему понравились. Понравилось все. Вот прям все целиком понравилось. И очень он восхищался тем, как вы умеете вести диалог, да, как вы поддерживаете беседу, насколько вы интеллигентная, интеллектуальная, начитанная. Просто вот сидел и, сказала бы плохим словом, но на ютубе нельзя. Да? Вот он в таком состоянии был, пришибленном просто. Любовь пришибла, да? Произвели вы на него впечатление. Он, кстати, о вас очень часто и думает, и вспоминает, и с кем-то беседует. И вы не удивляйтесь, у кого-то так и отыграется. Он ходит, например, к гадалке, да, и все вот спрашивает. Будет ли еще встреча, будет ли еще свидание, а что, светит ли мне что, да, получится ли, обратила ли она внимание на меня, увидела ли она меня, да, вот такие вопросы. Да, мужчины тоже этим грешат, и я вам скажу так, почти так же, как и женщины, их интересуют такие вопросы. Ну вот явно он будет искать встречу и, судя по отсыпке, найдет возможность еще с вами увидеться, встретиться. Будет ли он перед вами открываться, это уже другой вопрос. Здесь не показали. Но парень неплохой на самом деле, скромненький, неплохой. С правой стороны человек, которого вы очень хорошо знаете, человек, который не может забыть вас, человек, которого не можете забыть вы, с человеком были бурные отношения, тут и страсть, и любовь, и искры, и пламя, и, извините, лед. Все случилось. Все было, все вы с этим человеком пережили. Да, вижу, что вы стараетесь забыть этого человека, этот человек старается переключаться с вас на других женщин, но это тоже малоэффективно. Вот ничего не помогает. Сколько бы времени между вами не прошло с момента вашего расставания, вы все равно друг о друге думаете, друг о друге вспоминаете. Скажу больше, друг другу снитесь. Периодически, но снитесь. А знаете, когда снитесь? Когда друг о друге думаете. Вот мужчина о вас думает, значит, он вам снится. Вы о нем вспомните. Вы ему приснитесь. Да, вот такая между вами эмпатическая связь. На самом деле здесь у одних отыграется, что вы родные души. То есть вы души, которые друг друга узнали. Вот в прошлом воплощении вы были вместе, в этом воплощении вы узнали. И друг к другу очень сильно потянулись. Но поскольку вы разные уроки в этой жизни проходите, но нет такой возможности, чтобы вы были вместе и построили отношения. Это у одних отыграется. А у других отыграется, что вас искусственным образом разделили. То есть зависть, магия, приворот. И оно же с ним, понимаете? Могли. Воздействовали в данном случае на мужчину, не на вас. Вот и все. И между вами стала эта магия. Пока она есть, вы так и будете мучиться по друг другу, тосковать, скучать, друг к другу тянуться. Но возможности быть вместе у вас не будет, пока магия стоит между вами. Магия была сильная применена. Но, к счастью, зло конечно, а вот добро, любовь, они вечны. Значит, девочки, тут, конечно, общая отсыпка. Не хочу тут вам советов особо давать. Если чувствуете, что вот мое, и как-то странно мы расстались, сходите к специалисту, уточните. Если магия, снимайте, и будет вам счастье. Ведь вы тоже не можете его забыть. Вот. На общее я вам, к сожалению, больше не скажу. Вы все слишком разные. Но у кого-то и правда не судьба. Не проходите вы в жизнях друг друга. Не проходит. Да, вы просто друг друга узнали, к друг другу потянулись, подумали, что любовь. На самом деле это родство душ. То есть и так может отыграться.
Но вы думаете о нем, он думает о вас. Вы вспоминаете его, он вспоминает вас. Да, эмпатия сильнейшая между вами. Так, поднимаемся выше. А здесь человек, который скоро к вам придет, скоро объявится. Видите, показали такой птичкой, шустрой, бодрой. Прям кричит о своем появлении и крылышками бьет. Да, вот я лечу, я уже на подлете. Этот человек скоро появится. Не может этот человек не только вас забыть, но и не может вас разлюбить. Человек давно уже к вам клинья подбивает, возможно, он давно, не первый раз вам предлагает там отношения, любовь, морковь, брак. Вот. А вы этого человека не хотите. Ну, не ваш это человек, не вызывает доверия, в принципе, не симпатичный. Может быть, этот человек и не свободен вовсе, да, а вы принципиально такая: нет и все, да, не буду я лезть в чужую семью. И тем более я вижу, что он вам не очень. Ну, вот как-то, может, разочаровались в нем, может, в принципе, да, флюиды не подходят, не срабатывают на вас его феромоны. Так иногда бывает. Но это какая-то односторонняя любовь. Вот. А он все не уймется. Он все вот думает: нет, не мытьем, так катаньем. Нет, я ее добьюсь. Ну вот в очередной раз придет и будет к вам приставать, клинья подбивать. А я думаю, что вы знаете, что делать. Ну, себя не обманешь, да, сердцу не прикажешь. Хотя человек неплохой. Вот при всех, допустим, его каких-то качествах, которые там не устраивают вас, неприятный, может быть, даже вам, человек на самом деле неплохой. Но не вижу ваших чувств к нему, скорее наоборот. Вас этот человек, ну, может быть, раздражает, утомляет, да, назойливым кажется. Ну, летит. Птичка уже в пути, уже летит, крылышками машет, кричит о своем скором приезде, прилете. Ну, у каждого по-своему отыграется. Да, в очередной раз будет брать вас измором, будет вас добиваться, будет за вами ходить и, конечно же, настойчиво себя предлагать, себя, свою любовь. Такой вот он человек, да. Так, с левой стороны женщина какая-то вас никогда не заботит. Женщина, которую вы очень жестко в свое время поставили на место. Женщина, которой вы так круто утерли нос, как никто и никому и никогда в этом мире. То есть вы ей преподали очень жесткий, но очень правильный урок. Женщина, которая, может быть, с вами соперничала, либо в любви, либо, не знаю, там, в работе, да, в жизни. Женщина, которая пыталась, ну вот, прокачать свое превосходство над вами. Женщина, которая пыталась вас обидеть, не знаю, там, как-то оскорбить, там, дорогу, в конце концов, вам перейти. Но мне вот кажется, что она жестила очень сильно против вас. Вы терпели. Потом как встали, как дали ей урок, да, преподнесли, и все. Кстати, много времени с того момента уже произошло. Вот она сидит, до сих пор раны зализывает, и все вас вспоминает. Вспоминает, скажем так, недобрым словом. Это так мягенько говорю. Вот. Стоит ли вам ее бояться? Да, ну, нет, конечно. Стоит ли вам о ней думать, переживать? Нет, вообще нет, даже не думайте. Что единственное, вот вы должны знать, что с этой женщиной у вас еще дороги пересекутся. И в этот момент эта женщина вот так будет пятками сверкать, что все звезды померкнут. Будет бежать вот просто сломя голову в любую сторону, лишь бы от вас. Да? Хоть в огонь, хоть в воду, хоть в лаву, хоть куда угодно. Да? Лишь бы с вами еще раз не сойтись на дороге жизни. Сейчас она, конечно, храбрится и думает: нет, дайте мне еще один шанс, я вот все сделаю, я ей покажу. Но когда встреча произойдет, ее просто вот так шух, и ветром сдует. Да, урок вы ей, конечно, преподали. И, кстати, девочки, вам именно за эту ситуацию отдельная благодарность от высших сил. Ведь женщина очень токсичная, такая, знаете, ядовитая змеюка. И если бы вы ее на место не поставили, то она бы очень многих женщин покусала, да и мужчин тоже. Да, очень много бы людей своими этими токсинами бы отравила. А вы ей урок преподали, все, теперь сидит тише воды, ниже травы.
успокоилась. Вот так вот, мои хорошие. Вам плюсик к карму от высших сил за вот эту вот ужасную женщину. За то, что вы ее, ну не побоюсь этого слова, укротили. Да, правда, укротили. Так, смотрите, у вас солнце всходит, очень хороший знак. Солнце всходит, жизнь меняется. Опять же, подарки, успех, достижения прямо уже у вас на горизонте. Солнце начинает сходить, очень много радостных, теплых и добрых моментов идет в вашу жизнь. Мои милые, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.